Ребята, я хочу с вами поделиться такой информацией, потому что я очень обещала своим подписчикам, многим своим друзьям и знакомым, что если мне очень понравится, я обязательно поделюсь о своих впечатлениях. Впервые мы приехали в Абхазию и очень, на самом деле, были под большим впечатлением, насколько здесь гостеприимный народ, насколько здесь красиво, как здесь можно классно отдыхать. На самом деле здесь все настолько нас впечатлило, кроме того, что произошло у нас сегодня. Это была какая-то жесть, я просто вышла в таком состоянии, что у меня трясутся руки, ужасно напугали моих детей. Мы взяли катер, который находится на территории нашего отеля. Они приезжают, эти ребята, собирают людей, туристов и везут на увлекательные морские путешествия, как они об этом заявляют. Они действительно устроили нам увлекательное морское путешествие, только, извините, в таком ключе, что я до сих пор прихожу в себя. Они нас забрали, повезли на морскую прогулку. Когда мы сели на лодку, мы были с детьми, я попросила капитана, пожалуйста, можете ли вы не очень сильно гнать, потому что мы с детьми. Ну, Лаура уже как так напряглась, подиспугалась, потому что скорость достаточно большая. Были вчера волны, и он нам сказал, что купания в открытом море у нас не будет, я вас сейчас привезу на Белые скалы. Ну, собственно, когда мы подъехали на Белые скалы, привез он нас со стороны, где недавно сошла лавина, и, естественно, еще до конца не весь успели убрать мусор, там много было ржавой техники, гвоздей, стекол, набитых. Ну, просто находиться было невозможно. Естественно, не с той стороны, как должны выглядеть Белые скалы. Вот я вам сейчас покажу, как это должно выглядеть на самом деле. Полчаса идите, ходите на этой изнуряющей жаре, потому что купаться там просто невозможно. Ну и, в общем, мы просидели там полчаса, уже просто все упрели, я начала ему махать, что, пожалуйста, заберите нас на борт. Когда он подъехал, я ему просто сказала: ребят, вы знаете, здесь как бы сейчас купаться невозможно, как здесь находиться? Я ему говорю: знаете, ребят, не такое, наверное, морское путешествие мы ожидали, ничего мы такого не сказали. Что было дальше, это была просто жесть. Он просто начал останавливать лодку со своим помощником. Начали просто говорить, что мне не нравится, что мне не нравится. Всем нравится. Он тут возит, прикрываться стал правительством этой страны, говорить о том, что он возит тут первых лиц, и всем все нравится. А что тебе не нравится? На что я просто попросила, говорю: давайте мы при детях не будем сейчас разбираться. Мы все-таки поехали отдыхать, а не какие-то разборки. Я говорю: ну, мне вот не очень понравилось, я же имею право на свое мнение. И тут просто началась жесть. Он как врубил скорость. Уже даже его помощник ему типа, ну, намекнул, что так не надо. У нас просто стали дети подлетать. Лаура закричала, расплакалась. Это было просто ужас. Лаура просто начала плакать, вцепилась в меня. Он гнал с такой скоростью, что у нас просто отлетали головы на этой скорости. И когда мы его просили, не надо так гнать, он меня вообще не слышал. И он постоянно стал подкалывать, оскорблять. Что тут вам все? Развод? Что вам тут? Вот, смотрите, китайские дельфины. А это что? Нет, ты мне объясни, что тебе тут не нравится. Я говорю: слушайте, я его пыталась успокоить, он меня не слышал. Со своим помощником они просто обсмеивали. Они просто сидели, конкретно издевались в открытом море. Потом он остановил мотор, сказал: давайте тут за прогулку деньги. Мы ему спокойно заплатили. Сидит моя подруга, говорит: слушайте, ребят, ну мы же еще говорили, там Пицунду покажете, мы где-то отъедем. Он: ты какую Пицунду тут имеешь в виду? Я тут и так вас вожу 1,5 часа. Чтобы вы понимали, 1,5 часа, это мы просто из них 40 проторчали на жаре, а остальные 20 минут он нас просто вез обратно к берегу. Когда мы сошли на берег, мне было просто плохо. Детям было плохо, мы еле дошли до номера, у меня тряслись руки. Люди в курсе, власти этого города сразу отреагировали. Я хочу сказать, что здесь очень-очень живет гостеприимный, приятный народ, который любит своих гостей. И вот такие люди, как те, которые работают на этой лодке, легенда, они не должны возить людей и работать с людьми, потому что это просто ужас. И я прошу максимально сделайте репост, пусть люди знают, что с этими людьми нельзя никак проводить свой отпуск и портить свои впечатления.